Всем привет! Вы в гостях у Улитки, меня зовут Катя. Когда-то у меня было видео о том, как я создала свой первый мультфильм, и со временем он мне разонравился, поэтому я его удалила. В те времена, когда это видео еще было смотрибельным, меня спрашивали, в каких программах я создавала свой мультфильм, в каких программах я делала здания, скетчи. И, короче, это видео будет о том, как создавать персонажей в аниме студии Pro. Итак, мы выбираем точечное рисование и рисуем наше лицо. Как только круг сомкнется, наш контур станет толстым. Уменьшаем его с помощью инструмента ширины контура. Берем заливку и выбираем нужный нам тон. Не забываем, что в любой момент мы можем подправить наше лицо. Создаем наш новый вектор, по-другому можно сказать новый слой. Не забываем дать название нашему первому вектору и называем его лицо. Второй наш вектор будет глазами для нашего лица. Точным рисованием рисуем глаза, подравниваем, закрашиваем белым цветом. Обычно я копирую для второго глаза первый же глаз и отражаю. Далее мы выбираем необходимую нам толщину, чтобы выделить типа ресницы, или же можно рисовать ресницы, если вам это так необходимо. В слое же лица я рисую тени. И для эстетичности я беру тон чуть потемнее кожи и убираю контур. Создаем еще один новый векторный слой для глазного яблока. Выбираем из фигур кружочек и растягиваем необходимую величину. Затем мы уменьшаем толщину контура, или можно вообще убрать галочку с контура. И выбираем инструмент «Выбрать форму» и выбираем цвет роговицы. А я для придания типа естественности выбираю в разделе «Эффекты» градиент. Таким же способом делаю зрачок, но уже без градиента, чисто черный цвет. Затем опять же я их копирую и пихаю во второй глаз. Еще один векторный слой для бровей. Брови можно сделать просто обычным карандашом или же также сделать точным рисованием. Но я думаю, что карандашом будет легче. Мы выбираем там ширину, длину и подходящий размер. В слой лица, то есть в первом векторном слое, рисую подходящий нос и добавляю к нему тень. Создаем наш рот. Сначала мы выбираем папку-переключатель. Здесь я выбрала по ошибке групповую папку, но его можно запросто преобразовать в переключательный слой с правой кнопкой мыши по нему. В этой же папке мы создаем векторный слой и рисуем губы, как вы хотите. Создаем еще один векторный слой, это будет волосы. Не забывайте, что он должен находиться в первом месте всех слоев. Теперь мы создаем костяной слой. Этот слой объединяет все наши векторные слои. Как вы заметили, глазное яблоко должно быть внутри глаз, и поэтому выполняем все в точности, как я. Таким образом, наши глазные яблоки внутри глаз. Все круто. А также губы. Ведь они тоже должны изменяться при эмоциях, мимике и при разговоре. Создаем внутри нашей папки рот новый вектор и сделаем ее улыбающимся. Скрываем все наши векторы за головой. Создаем новый вектор, и это будет туловище с любой одеждой на ваш вкус. Рисовала я его точечно. Создаем новый вектор, это будет рука. Запомните, что руки должны рисоваться по отдельности. То есть мы делаем дубликат руки и отражаем. Создаем новый вектор, это будет нога. Помните, что ноги и руки, они делаются по отдельности. Наше видео подходит к концу. В следующем видео будет наложение костей для нашего персонажа. Также мы будем записывать нашего персонажа уже как мультик. Надеюсь, вам понравилось.